Это такой честный, добрый, сердце у него за всех болело. Жизнерадостный, справедливый, умный Бексултана Магомедовича Сайнароева вспоминают только добрыми словами. Его по праву называют истинным сыном своего народа. Он был лидером в национальном движении по реабилитации репрессированного народа и возрождению его государственности, председателем Народного совета Ингушетии. Под его руководством удалось добиться создания в июне 1992 года Ингушской республики в составе Российской Федерации. Одним из важнейших этапов борьбы за возрождение ингушской государственности в истории ингушского народа, я считаю, это принятие 17 статьи, знаменитой 17 статьи Декларации о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. Ингуши, оргкомитет по образованию Ингушской республики. В тот вечер, дело шло глубокой ночью, заседание продолжалось, все-таки мы вынесли вопрос и сказали, что мы просим Верховный Совет принять, поддержать требования ингушского народа об образовании своей государственности. Я на одном дыхании написал эту знаменитую 17-ю статью. Текст был поставлен на голосование, все поняли, что или республика перестает существовать, или это требование надо принять. В 1963 году Бексултан Магомедович окончил Всесоюзный юридический институт, а в 1970-м аспирантуру при Всесоюзном научно-исследовательском институте советского законодательства в Москве. Работал доцентом, профессором Грозненского нефтяного института имени академика Миллионщикова. Вел курс советского права. В 1989 году был избран народным судьей Ленинского района в Грозном. Прошел все этапы профессионального становления. Он стал первым доктором юридических наук среди ингушей и чеченцев. В жизни случилось так, что среди чеченцев и ингушей я стал первым доктором юридических наук среди моих соплеменников. Ну, дальше, конечно, сейчас докторов наук много, но тем не менее первым быть интересно. Профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. Он участвовал в разработке проектов законов России о реабилитации репрессированных народов, об образовании Ингушской республики. В 1995 году был назначен на должность судьи Высшего арбитражного суда страны. Академик Международной академии информатизации, награжден орденом за заслуги, медалями за доблестный труд и за заслуги перед судебной системой России. Бексултан Сайнароев вместе со своей семьей жил в Москве. У него 2 сына и 2 дочери. Преподавал в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Мой дедушка был незаурядной, творческой личностью. Он много читал, сам писал книги, был очень эрудированным человеком. И хочется отметить, что он тщательно подходил к написанию каждого своего труда. Я благодарен Всевышнему за возможность иметь такого достойного человека в моей жизни. Дедушка своим примером показал мне, каким должен быть мужчина. Обязанность держать данное слово, физическое и интеллектуальное развитие, умение нести груз ответственности за благополучие близких и дорогих тебе людей. Есть такое выражение, что талантливый человек талантлив во всем. Дедушка был именно таким человеком, потому что любое дело, за которое он брался, он всегда доводил до конца и завершал его на самом высоком уровне. Так в его профессиональной деятельности на государственной службе он достиг юридического Олимпа, став судьей Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Он один из тех, кто ковал ингушскую государственность. Бексултана Магомедовича не стало 31 января 2022 года. Ему было 83 года. В памяти народа он остался навечно. Зелимхан Калоев, Новости 24.